Подождите, посмотрим, вышли мы в эфир или нет. Это у нас тут возникают иногда неполадки. И будет пропущена самая важная часть стрима. Дата. Он вроде показывает, что в эфире. И обычно бываю в эфире, но почему-то у меня здесь не все работает. Такс. Гуш уйсу аляха. А я знаешь, если меня видно, скажите, друзья, видно меня, слышно меня? Вот, все, теперь, по-моему, появилось все. Все. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 3 октября 2024 года, 16 часов по Берлину, 17 часов по городу Джохару. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний мой стрим называется «Сенсация. Путин сам в танке против НАТО. Курс на Курск». Октябрь 3 24 года. Друзья, я вас всех снова приветствую. Алейкум салам, Шамсад Машволь. Так, Машал Гилам, Шамсад Машволь. Итак, Слеон. Начнем мы наш стрим. Напоминаю, наш стрим идет в YouTube на канале Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. С вами я, Аслан Арцуев. Ваш незаменимый и любимый Аслан Арцуев. Ваш, да? Как обычно, сегодняшний свой стрим я начну с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, то есть на 3 октября 2024 года, уничтожено и ранено 1150 русских террористов. Итого их цифра достигла убитыми и ранеными 656 710 боевиков. 6 танков уничтожено за прошедшие сутки. Итого их цифра достигла 8893. Боевых бронированных машин 17 уничтожено. Итого их цифра достигла 17 596 единиц. 37 артиллерийских систем уничтожено за сутки. 18 906 за 2,5 года или более уже с момента широкомасштабного вторжения фашистской России. 18 906. Так, 1200 РСЗО, 0 за прошедшие сутки, к сожалению. Антиаэркрафт 1 сбит и 964 всего. Не сбит, уничтожено. Противовоздушная оборона. 368 летаков, самолетов и 328 вертолетов. По нулям, к сожалению, за прошедшие сутки. 43 БПЛА сбито. Итого их цифра достигла 16 393 штук. Крылатых ракет тоже 0, что хорошо, значит не стреляют крылатыми ракетами. 2613. 28 кораблей-катеров уничтожено. Одна субмарина, подводная лодка. Забыл, кстати, ее давно уже потопили. 58 автомобильной техники и цистерн за сутки. 25 750 итого. 12 спецтехники за сутки. 3330 за время широкомасштабного вторжения это спецтехники уничтожено. Еще 3 спецтехники и будет красивая цифра 4 тройки, 3333. И вот тогда можно будет с днем спецтехники поздравить россиян. Слава Украине, слава ЗСУ. Вот такие вот дела, вот такие вот события разворачиваются, друзья. Перед началом своего стрима я бы хотел вам зачитать текст, написанный сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Идиговым. Это очень важный текст, я его постараюсь потом вырезать и выложить отдельно.
так как это очень важный текст, который основывается на том, что... так, куда он делся? Этот текст очень важен для того, чтобы мы знали, какие события юридические, политические происходили, и это очень важно. Для меня, человека, который искал вот в этом запутанном постгеноцидном чеченском политикуме и вообще вот в этой всей ситуации, многие факты, многие моменты, которые российскими пропагандистами, предателями, в том числе из чеченского народа, искажались, намеренно искажались. Очень много делалось подлогов, и мне важно было найти а, недостающие пазлы для целостности картины. И когда я познакомился, вернее, уже начал близко познакомился немного ранее, но начал уже общаться с Аядом Идиговым, то очень многие вещи он мне пояснил, и точки над «и» были расставлены, над «ё», если по-русски говорить, были расставлены. И давайте вот вкратце сжатый текст о становлении чеченского государства и вообще о развале Советского Союза. Это очень важно для тех, кто будет изучать этот материал, для юристов, для историков, ну и вообще для любого чеченца и не чеченца. Очень важно знать эти моменты и вещи. Итак. Аят Идигов. Ельцинская: берите себе столько суверенитета, сколько сможете проглотить, имперская пропаганда. Это заявление председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин сделал 6 августа 1990 года в Уфе, после прошествия 4 месяцев, как в апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял 3 закона, которые уравняли статус всех 20 автономных республик СССР со статусом 15 союзных республик СССР. Заявление Ельцина в Уфе было направлено против решения верховной власти СССР по уравниванию статуса всех республик Советского Союза, а также это заявление противоречило Всеобщей декларации прав человека, на основе которой принято современное международное право. После признания президентом СССР Горбачевым 3 балтийских республик Литвы, Латвии и Эстония независимыми государствами, оставшиеся в СССР 32 союзные республики собирались подписать 20 августа 1991 года новый союзный договор о создании Союза Советских Суверенных Республик. Этому новому договору и 3 апрельским законам СССР власть Верховного Совета РСФСР во главе с Борисом Ельциным противопоставила Декларацию Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1990 года, которая не признавала уравнивание статуса автономных республик с союзными республиками СССР, каковой была и сама РСФСР. Кроме того, советские имперцы из окружения самого президента Горбачева устроили путч ГКЧП 18 августа по 21 августа 1991 года и сорвали подписание нового союзного договора. Однако к концу второго дня этого путча стало очевидно, что ГКЧП не поддерживается народом, и их затея была обречена. ГКЧПисты. И только когда президент Ельцин выступил на стороне народа и объявил о переподчинении себе всех министерств СССР указом номер 61. Вернувшись после путча в Москву из заточения в Форосе, президент СССР Горбачев не был допущен к власти. И тому препятствовал президент РСФСР Борис Ельцин, стремившийся к власти в СССР, хотя с юридической точки зрения он не мог возглавлять всю эту страну. 12 декабря 1991 года Ельцин инициировал развал СССР под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись», с тайным планом возвращения под свою власть всех бывших территорий бывшего СССР.
С момента исчезновения СССР законодательство Советского Союза исчезло вместе с этой империей, и все бывшие 32 республики из бывшей Советской империи получили возможность создания своих суверенных государств в одностороннем порядке. По такому пути стали развиваться события в бывших до апреля 1990 года 12 союзных республиках и в одной Чеченской республике. Из 20 новых республик, получивших этот статус после апрельских законов в СССР. Чеченский народ еще до развала СССР, поняв, что власть в империи зашкаливает, провел ОСЧН, Общенациональный съезд чеченского народа, с 23 ноября по 25 1990 года. Это был традиционный референдум чеченского народа, который принял декларацию о создании своего суверенного и независимого государства. 27 октября 1991 года в Чеченской республике прошли выборы новой власти, президента и парламента под международным наблюдением из 32 стран мира. Была принята вся атрибутика чеченского суверенного государства. Это происходило в Чеченской республике еще в бытность СССР. Этому завершившемуся по праву факту власть Советского Союза не препятствовала, зная, что выход из состава империи для любой республики с точки зрения международного права возможен только с согласия власти СССР. Автономные республики из бывшей союзной республики РСФСР, получившие статус союзных республик, согласно 3 апрельских законов СССР, подверглись давлению власти РСФСР. Им не удалось, по примеру Чеченской республики, избрать новые власти в соответствии с новым статусом республик. Этим правом, также по причине создаваемого препятствия, не смогли воспользоваться и остальные бывшие автономные республики, которые ранее были в составе двух союзных республик СССР. Эту возможность всем им не удалось реализовать по той же причине для создания и своих суверенных государств, как это должно было быть в рамках международного права при развале Советской империи в декабре 1991 года. Чеченская республика вышла из СССР со всей атрибутикой суверенного государства в рамках международного права. И 12 марта 1992 года, находясь уже в международном правовом поле, парламент Чеченской республики принял Конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Таким образом, Чеченская республика – одно из первых государств по праву, образовавшееся после развала СССР в 1991 году. 13 марта 1992 года Чеченская республика была признана членом ООН Грузией, Республикой Кипр, турецкая часть, Афганистаном. А 18 октября 2022 года Украина, член ООН, признала территорию Чеченской республики Ичкерия 16 января 1994 года незаконно оккупированной и осудила геноцид чеченского народа со стороны власти Российской Федерации России 2 октября 2024 года. Вот такая вот очень важная и полезная информация для всех, кто ищет истину, для всех, кто ищет настоящие факты, не фальсификацию, не обман и так далее. В связи с этим я также хотел бы зачитать коротко декларацию Общенационального съезда чеченского народа от 25 ноября 1990 года, на основании которой сегодня Чеченская республика является независимым, суверенным, временно оккупированным государством, в связи с этой декларацией, на основе этой декларации была принята Конституция Чеченской республики Ичкерия. Итак, декларация Общенационального съезда чеченского народа
Настоящий съезд в соответствии с естественным, священным и неприкосновенным правом чеченского народа на самоопределение, выражая суверенную волю чеченского народа, сознавая историческую ответственность за судьбу чеченского народа, а также в целях создания необходимых условий для его свободного и всестороннего дальнейшего развития, проявляя заботу о сохранении и развитии чеченского этноса, уважая права и интересы всех представителей других народов, проживающих в республике, торжественно провозглашает государственный суверенитет Нохчи-Чуэ. 25 ноября 1990 года. Стоит отметить еще раз, что эта декларация принята еще, когда Советский Союз существует, но уже трещит по швам. А теперь, друзья, я перейду к вашим вопросам и комментариям. Так. Дудаев позднее строил диктатуру или нет? Нет, конечно, ни в коем случае. Дудаев был демократом до мозга костей, как любой чеченец. Как любой чеченец. И Дудаев находился в таком тяжелом положении. Дудаев, Аят Идигов, который вот сейчас я текст читал, и все другие соратники Джохара Дудаева находились в таком тяжелом положении, о котором трудно просто представить, в котором находилась. Во-первых, когда развалился Советский Союз, не было кадров, как сейчас их в Украине не хватает, потому что все занимают старые КГБ УССР. Точно так же было связано и с Чеченской Республикой, Чечено-Ингушской Республикой, где все чиновники, все разные функционеры являлись креатурами КГБ. Других просто не было, других просто не допускались. Только, может быть, на какие-нибудь мелкие посты. Более того, вообще в Чеченской Республике была такая сегрегация, такое отношение к коренному местному населению, что первое место всегда занимали на всех должностях русские, русские украинцы, скажем так. Вторые места шли всегда, чаще всего это были армяне и евреи. И на третьи места, какие-нибудь такие уже не очень важные места, позволялось не чеченцам, ингушам разрешалось. И дальше только были чеченцы. Были чеченцы, которые воевали, имели награды, которые там были коммунистами, защищали этот строй, эту систему. Они там какие-то там посты занимали. Например, могу сказать про своего дедушку, который был участником войны, Второй мировой, заслуженным человеком, с 2 высшими образованиями, там, 3, 10 и положено. И ему дали квартиру. В 76 году, по-моему, или в 75 году дали эту квартиру. Не помню, когда точно. До моего рождения ему дали квартиру, хотя он занимался как раз выделением квартир в городе, так как он был очень честный человек, и ему доверяли самые такие вещи, которые никому не доверяли. И мне мои родители рассказывали, что мы жили в квартире на окраине Грозного, это поселок Черноречье, в 3-комнатной квартире. 2 комнаты, которые были нашими, а 1 комната была от других людей, которые, как коммуналка это была. Какие это квартиры были, я вам сейчас скажу. Средняя площадь квартиры была, не средняя, общая площадь квартиры была 36, 3-комнатной квартиры была 36 квадратных метров, чтобы вы понимали. Но это было как бы большим достижением, потому что чеченцев до 75-го, 76-го даже не прописывали в Грозном. И это было большим достижением, и хотя дедушка мог бы взять и больше квартиру, так как он занимался распределением, но он этим никогда не злоупотреблял, из-за чего постоянно отец с ним спорил на эту тему, как он рассказывает. Но дед говорил, что нельзя, доверие терять нельзя.
Вот такие вот были вещи. Поэтому Джохар Дудаев, чеченский народ не имел кадров. Фактически, когда разваливался Советский Союз, не имел кадров. Раз он не имел кадров, Джохар вынужден был оставлять многих вчерашних а, деятелей, функционеров, работников на местах. Конечно, много было новых лиц, которые появились, патриоты, там, люди, которые защищали свою суверенитет, целостность. И нужно понимать, что никакого конфликта вначале как бы не предвещало. Мы все были советские граждане, никаких погромов, убийств не было. Как вы знаете, первая леди, первая леди Чеченской Республики Ичкерия является русская по национальности. Это Алла Дудаева. Девичьи, по-моему, если я не ошибаюсь, Куликова, что ли, фамилия. Могу ошибаться сейчас, не помню точно. Но никаких проблем ни с Россией, ни с русскими у нас не было. Хотя, конечно же, со стороны России было не все так безоблачно, как нам казалось. По крайней мере, мне так казалось. Я тогда был ребенком, молодым человеком, юношей, подростком точнее. И я как-то так. Поэтому эти вещи Дудаева можно было понять, потому что парламент, Конституционный суд, кстати говоря, сейчас тогдашний Конституционный суд, у меня где-то было это письмо, сейчас это нужно искать. Конституционный судья, там, третий, десятый, там, ну, какие-то высокие посты людей, которые там у нас занимали, которые сейчас служат России. Эти люди писали в Москву письма, и они говорили, что Джохар Дудаев это тиран, он узурпировал власть и так далее. Мы отсоединились от Москвы. Как они могут писать в Москву? Это разве не измена? Это разве не предательство? Через месяц и два после того, как они написали это письмо, было вторжение России. Они просили войска к себе на родину, чтобы они убивали чеченцев, понимаете? Вот чего хотели. А у Джохара Дудаева был поддержка чеченского народа. Это был советский генерал, это был человек, который всю свою жизнь прослужил в советской армии, сознательную, взрослую свою жизнь. Но при всем при этом он был до мозга костей чеченцам. И чеченцы это почувствовали. Несмотря на то, что он всю жизнь был советским генералом, и можно было... Ну, не было у нас таких проблем. Все были советскими. Все были советскими. Джохар Дудаев пытался вместе с Зиядом Гамсахурди, которого он называл своим учителем, который был очень мудрый, очень опытный человек, очень грамотный человек, и не военным, в отличие от Джохара, они вдвоем очень много преодолели препятствий. Очень много преодолели. Но силы были неравны. Сперва Зиад Гамсахурдия был внутри предан и вынужден. Его никто не принимал. Никто. И когда он просил убежища у разных стран, там его хотели убить, там пленить, посадить. Затем Джохар выслал за ним, по-моему, уже в Армению. Он туда перебрался, и Армения ему отказала, по-моему. И в этот момент Джохар отправил самолет, и Зиада Гамсахурдия привезли в Чечению, и он жил в Чечне, и там умер. Вот такие вот вещи были. Нет, конечно, Джохар Дудаев не был ни тираном. Джохар Дудаев был сыном своего народа, грамотным, умным, мудрым. И человек, который желал своему народу самое лучшее. И он отдал свою жизнь, не сбежал, не капитулировал, не сдался, а погиб на посту, так сказать, при исполнении служебных обязанностей. Дал газу от пола, пусть не примет его хорошие дела и то, что он пожертвовал своей жизнью. И он, и многие из его родственников, из его соратников, весь чеченский народ верили в него и не ошиблись в нем. И не ошиблись. Верили в него и точно так же сражались и погибали
сражались и погибали, не имея никаких шансов победить. Мы все прекрасно знали, особенно это знали взрослые, особенно это знал советский генерал, другие. Но мы знали, что надо бороться, потому что если бы мы боролись бы, нас собирались депортировать. Уже план был депортации под видом беженцев, боевые действия и людей на постоянную основу переселить в Саратовскую область, а другие места уже были подготовлены лагеря, а потом чеченцы, как еще из Казахстана, Средней Азии, не давали возвращаться и остались. Вот такой был план. И мы дрались так, как никто и никогда. Весь чеченский народ дрался, весь. К большому сожалению, после его гибели власть попала к руки точникам и агентуре. Точникам и агентуре. К большому сожалению. Но, конечно, не вся, не все, но большое количество было, плохо было после Джохара. Потому что Джохар был лидер был, который любил, чеченский народ его любил очень сильно. Были кто не любил, потому что пропаганда российская работала, придумывали сказки, что он там, все, что чеченцам не нравится, все они делали с Джохаром, что он там убил Афганистан, убил мусульман, что он мусульманин, что он там молиться не умеет. Джохар отлично умел молиться, умел все, и был мусульманином, и все, такие вот вещи были. Вот такие вот были. Ладно, и дальше ваши комментарии. Одесса, украинский город. Так. Мы не уберегли Джохара. Мы сделали все, что возможно. Много людей погибло, защищая Джохара, из его родственники, его племянники, которые были в его охране. Много кто погиб. И не родственники, много кто погиб. Ничего, Аллах даст нам еще ни одного Джохара, да, и ни одного Басаева, и еще ни одного многих лучших сынов чеченского народа. Все отлично, все только, друзья, все у истории самое хорошо, что она никогда не заканчивается. История никогда не, поэтому нельзя никогда сомневаться, никогда не, вот все случилось и все, ничего подобного. Ты не проиграл, пока ты не признал поражение. А мы никогда не признаем это поражение. Никогда мы не можем признать. Мы слишком много заплатили. Не только вот в этих войнах последних двух, а за всю историю русско-чеченских взаимоотношений, будь они неладны. Так, давайте слишком уже начали матами тут писать, поэтому ладно, уберем разных этих фабрику троллей, которая здесь мешает нам. Так, очень плохой звук прерывается. Значит, делают помехи. У них есть такая возможность, по всей видимости, делать помехи. Неужели на России другого места не нашлось для этого с ее территории 17 миллионов квадратных километров? Садула Гихинский. Садула, если вы помните, я говорил уже год назад, может быть, 2 года назад, полтора года, 2 назад, что они будут политическую автономию у нас создавать. Этот план, он не сегодня зародился. Этот план у них зародился очень давно, когда они начали строить вот эти мечети по всей республике. Они по всей республике настроили на 1400 мечетей. Если бы они построили 1400 домов, я не знаю, университетов, еще чего-то полезного для людей. Хотя бы половину из этого. Я ничего против мечети не имею. Я просто имею
достраивают, причем огромные деньги на эти мечети, и строятся такие мощные, красивые мечети, которые фактически пустуют. Это отделы пропаганды ФСБ, которые они там строят. И у них есть план сделать из Чеченской Республики Палестину, вторую Палестину, туда, поэтому, наверное, и завозятся вот эти палестинские беженцы. И вот по их методике они собираются вот превратить такой анклав, исламский, мусульманский анклав превратить. И потом, знаете, они как бы будут против России, якобы против будут. Ну так, знаете, как это, кто так ведет себя. Ну там со своими миньонами русские ведут себя соответствующим образом. Ну вот таким образом, чтобы чеченцы не стали, Кавказ не стал свободным, чтобы он терроризировал вокруг себя находящихся и так далее, и так далее. Вот такой у них план. Я так полагаю, как эти отработают здешние, представляющие себя Ичкерию, там Ахмед Закаев, Руслан Кутаев, там еще их вот эта театральная труппа, которая изображает из себя ичкерийцев, там сторонников Ичкерии и так далее. Они уедут домой, померятся с Кадыровым. Не зря там один закаевский майор рассказывает: возвращайтесь, там 3-10, поедут, объединятся и всему миру покажут: не лезьте к нам, мы единый народ, оставьте нас в покое, мы мусульмане, мы не хотим ваши кафирские штучки, там ЛГБТ-парады, там 3-10 и так далее, и так далее. И вот таким вот они макаром вполне могут начать вот такую вот процедуру объединения чеченского народа ичкерийцами, с коллаборантами. Ну, короче, коллаборанты и коллаборанты под видом ичкерийцев и коллаборантов будут объединяться. Этот сценарий уже давно прослеживается, на мой взгляд. Именно поэтому, мне кажется, Магомед Даудов поднят до уровня Ахмеда Закаева. Ну, в принципе, нормальный уровень. Оба премьер-министра, там, 3-10, и вот они объединяются, мирятся. И давайте весь чеченский народ, потому что без чеченского народа против Запада, против Украины, против нас, они не могут ничего сделать, понимаете? Им нужен чеченский народ, который будет посылаться в бой, посылаться на убой, там, на войну. И вот они вот таким вот образом пытаются примириться друг с другом, якобы примириться, чтобы попробовать спасти себя. Попробовать спасти себя. Ну, будем смотреть, будем наблюдать. Не знаю. Так. Так, валейк салам, Владимир Пименов, валейк салам. Америкосам передай, скоро конец им. Мастер Плюс говорит. Мастер Плюс. Я, знаешь, что мне нравится? Что мне нравится вот у вас, вот этих зетах, там, фашистах, русистах. Мне нравится то, что вы до конца, короче, загнивающий Запад. Вот-вот Европа загнивает, вот-вот сейчас все сдохнут с голода, у них есть нечего. Так и загнулись. Даже когда вам карачка Запад поставлял, вы сдыхали с голоду и говорили: вот мы сейчас этот карачка, они нам дают отходы, потому что у них самих жрать нечего. И вот таким вот образом вы дальше продолжали наговаривать на них. Конечно, Америке не конец. Соединенным Штатам Америки не конец. Соединенные Штаты Америки, в отличие от пропагандистки украинской Мосейчук, могу сказать, что это не лев поцарапанный, там, издыхающий. Америка — это лев очень молодой и готовый к прыжку. Готовящийся к мощному такому прыжку. Поэтому Америка на излете, на взлете своих возможностей исторических. Она такой сильной, такой мощной
не была никогда еще в своей истории. А после всех этих событий она станет в 10 раз сильнее. На карту Соединенные Штаты Америки поставили все, заступившись за Украину. Какие слова были сказаны, какие действия были предприняты, какие финансы были выделены. Америка станет в 10 раз сильнее, как и Украина, как и была Чеченская республика Ичкерия, которую пока ни Америка, никто пока, ну, Украина замечает, конечно, признала нашу территорию, страну оккупированной. Ну, как-то так, как-то так. Поэтому не мечтайте. Ну, не хочу вас расстраивать. Я понимаю, что вам тяжело это все понимать, что вам много лет вбивали пропаганду, что вы великие, непобедимые. И тут оказывается, как вы говорите, какие-то хохлы, которые вы в упор не видели. Теперь, оказывается, и братья ваши родные, и не сдаются они, потому что такие же русские, как и вы, и так далее, и так далее. И они вас бьют, в которых ни армии не было, ничего не было. Ну, просто ну что, легкая прогулка, за 3 дня Киев взять и так далее. Вы абсолютно были в этом убеждены, ваша власть в этом была убеждена. Именно поэтому вы в Буче, Ирпене совершили те ужасные преступления, которые вы совершили, уже внушая страх украинцам, используя свою вот эту государственную политику по совершению массовых военных преступлений, геноциду, для запугивания населения. Ну, увы и ах, как говорится, увы и ах, не шмогла, не шмогла. Шалом, Аслам, все будет Ичкерия, ам, Израиль, хай, живе Беларусь, слава Украине, Боже, храни Америку. Амин, амин. Шалом, Ян Маназон. Ян, вітаю, Баванятка, живе Беларусь, Баванятка. И, Ян, знаешь, я начал, все будет Ичкерия, слава Украине, потом начал говорить, Боже, храни Америку, потом сказал уже ам, Израиль, хай, и теперь не могу не сказать «Живе Беларусь». Как без Беларуси, которая также борется против империи за свою свободу. Живе Беларусь. Но это слишком много будет. Каждый раз стрим, когда заканчивается, еще что-то надо не забыть. Но все равно я вас всех люблю и уважаю, друзья. Мастер, ну да, а сейчас в Чечне вернем, наведем порядок. Ну и где вы сидите? Так, понятно. Наблюдала у нас такую картину. В магазине немецкой обуви было нашествие каких-то рашистских, может, прихожан, РПЦ или что. И вот они у продавца спрашивают, а это точно немецкая обувь? Хотят, чтобы качество и так далее, а Запад гнилой. Совершенно верно, Баванятка. Вот молодые, конечно, этого не помнят. Ну, или же, ну, не смотрели где-то, может быть, в интернете, в YouTube. Как было, какая нищая была страна, Советский Союз. Я был хоть и маленький, молодой, очень молодой, но я помню это время. Я помню время, когда реально были проблемы с едой, были проблемы с хлебом. Мне нужно было встать там пораньше, пойти в магазин хлебный и там стоять в очереди. Понимаете? Чтобы просто хлеб купить. Понимаете? А сейчас хлеб ты заходишь, 500 сортов, и никому он не нужен, лежит себе, никто его не расхватывает. А там в очереди за этим хлебом, по головам там в очередь, там дрались, там лезли и так далее. Поэтому, конечно, пломбир Москва, этот советский, был вкусный, все такое, но это вкус из детства, не более. Сейчас миллион сортов мороженого, которое ничем не уступает пломбиру. Аслан, пускай помечтают. Украинцы говорят, дурак думкой богатеет. Правильно говорят, да, совершенно верно. Так, какой же ты предатель, Иуда стасионистская. Нет тебе ни духа, ни чести. Ты все предал, говорит мне аккаунт. Ну ладно, не все предал, не все. Ну хватит, да, наговариваюсь. Все, прям все я предал. Будут гореть российские города, синим пламенем будут гореть. Джахар Мусаевич Дудаев. Совершенно верно, Рома. Роман Хетик.
Совершенно верно. Так говорил Джафар. Я тоже помню, росла в СССР. Ну, значит, да, бабонятка, значит, вы знаете, каково там было. Так. Вот мне каждый предлагает, поедь в Чечню, там веди свои стримы, там говори это. Вот вы мне это говорите. А давайте ваш Путин сюда приедет, в нашу Германию. Что случилось? Почему ваш Путин не может приехать? Может, потому что Мус на него ордер выдал? А? А вы такие сказки у него. Поедь в Чечню, поедь. Пусть ваш Путин, я не президент, я рядовой человек. У вас Путин, у него охрана, у него самолеты, вертолеты. Пусть приедет у нас здесь в Германию. Раньше ж катался, пусть приедет. А? Что случилось? Не может ваш Путин. Оказывается, собака даже может путешествовать в мире, понимаете? Ей паспорт делают, кошки паспорт делают, она путешествует. А ваш Путин не может даже у него прав, у вашего Путина, про вас не говорю вообще, у Путина даже у вас меньше прав, чем у европейской собаки. Представьте, какое у вас печальное положение, если даже ваш царек такой гнилой, бесправный. Нашу Германию, так ты немец? Ну, можешь сказать и так, да, можешь меня и немцем называть, конечно. Если получаешь гражданство, здесь автоматически немцем становишься. Можешь называть меня немцем, пожалуйста. Я не обижусь. Мне нравится очень хорошее выражение. Человек, которого можно купить, как правило, ничего не стоит. Sehr gut gesagt. Dankeschön, Eugen. Ахаха, про Путина вообще огонь. У Путина один путь в Гаагу. Ян, смотрите, мой сегодняшний стрим называется «Путин сам в танке против НАТО. Курс на Курск». Путин сейчас движется держит курс на Курск. Понимаете? Все нормально. Первый раз вижу еврея, прикидывающегося чеченцем. Ты натуральный еврей. Иуда, продавший Ису пророка. Ну вот этим малограмотным товарищам каждый раз приходится объяснять, что Иисус Христос, Иса пророк, был евреем. Вы, конечно, меня извините за такие подробности, вы расстроитесь, но это их внутренние разборки вообще-то. Они там между собой что-то решали. Как-то сказал какой-то из комиков или какой-то, не знаю, комментаторов. Поэтому, когда вы хотите в кого-то обвинить в том, что он еврей и автоматически Иуда, предавший там Иисуса, то вы не забывайте, что Иисус был евреем. Поэтому вам вообще со своим свиным рылом в калашный ряд, как говорится, соваться не стоит. Да. Салам свободным людям, салам Астан Салам, мой дорогой, привет из Днепра, чудо света, приветствуй, Днепр. Ну ладно, аккаунт, ты уже надоел. Тут антисемитизм запрещен. Ты, наверное, не в курсе, поэтому тебе бан. Надоел ты уже со своим антисемитизмом. Если ты немец, зачем говорить за президента России и Украины? Ну, за президента... А кто такие ваши? Этот карлик, извиняюсь перед карликами, нано-царь. Микроцарь, короче. О нем нельзя говорить, что ли?
А за Украину я говорю, когда еще сегодняшние бьющиеся о грудь патриоты Украины топили за русский мир, я топил за Украину вообще-то. Поэтому я больше имею право, чем некоторые вот эти бьющие себя в грудь. Это раз. Во-вторых, почему я не могу говорить о ком-то? У нас тут свобода слова, вы тут извините. Это не русня ваша вонючая. Это свободная демократическая Германия. Извините, пожалуйста, Дел. Я хотел бы, чтобы Лукашенко тоже в Гаагу. Ян, я думаю, он не отвертится. Он тоже пойдет в Гаагу. Однозначно. В смысле подними? В смысле поднять? Что поднять? Что тут поднять надо, я не понял. Подними, ни имени нету, ничего нет, какой-то волк изображение, подними. Босс такой зашел. Подними, говорит. Меня, тебя поднять? Ну, да и как тебя поднять? Как поднять? Я не могу тебя поднять. Подними меня, короче. Ни имени, ни здрасте, ни до свидания. Боишься. Конечно, у тебя же волк на аватарке стоит. Я боюсь. Приветствую, Аслан с Грузии. Каманжоба, Захар. Каманжоба, Генацуале. Русне не понять про свободу, не объясняй рабам. Да, это точно. Это точно. Так, давайте, друзья, я вам расскажу одну интересную новость. Интересную новость. Очень важную новость. Оказывается, об этом нам сообщает от 1 октября ТСН. Буданова отправят в отставку. Что известно о возможном увольнении главы ГУР? Начальник ГУР Кирилла Буданова хотят уволить, вопросительный знак. Сетью в последнее время, я не знаю, почему это так пишет, может, потому что с украинского так переводится. Короче говоря, Виктор Зайцев и Игорь Остапенко уволены министром обороны Умеровым. Виктор Зайцев и Игорь Остапенко – это два заместителя Буданова. По всей видимости, они подозреваются в коррупции. И организация, которую они либо возглавляли, либо курировали, которая называется... Как-то она называлась тут. Система Министерства обороны, может так, это не то. Ну, короче говоря, какая-то по закупкам какая-то организация, сейчас я не помню название. И Кирилл Буданов может, его два заместителя, которые подозреваются в коррупции, и, по всей видимости, тучи над самим Будановым тоже сгущаются. А как же так получается, Кирилл, как тебя там по отчеству, как же так получается, что ты, который заигрывает со всей агентурой КГБшной, которая у вас в Украине, оказывается, еще коррупцией занимался, твои два заместителя. А ты, наверное, не знал об этом, да, Кирилл? Как же так возможно? Во время войны столько потерь, такая тяжелая война идет. И кто-то из твоих заместителей подозревается нечистоплотности, да? Очень интересно получается. Я думаю, во время войны я бы за коррупцию к стенке ставил, на самом деле, людей. А как-то вообще получается не по-мужски. Теперь объясняется, почему Кирилл Буданов дарит орден, который ему российский проводник российских идей, российского влияния в Украине, Ахмед Закаев дарит
какую-то медальку самодельную, и потом Кирилл Буданов ее передает Зеленскому, делает на этом фото. Вы что это себе позволяете? Вы еще и приторговываете интересами Украины, получается. Очень интересно получается, товарищ Кирилл Буданов, да? Еще очень странно, что Кирилл Буданов постоянно маячит на экранах. Кирилл Буданов рассказывает, что Россию хотят развалить, а это должно было быть секретом. Он показывает целую карту и тем самым предупреждает, получается, Россию. Хотя мне нравилась эта карта, я ее рекламировал. Потом я задумался, а ведь так, а ведь Кирилл Буданов-то какой-то с запашком получается, да? И если еще двоих, если уволили, значит, есть все основания полагать, что идет, что присутствует коррупционная составляющая, потому что Умеров никогда бы не посмел бы, даже не спросив Кирилла Буданова, уволить его 2 заместителей. Как это так? Как это так? Ну, Зеленского, Ермака не увольняют. Ну, давайте, чечен-демократ, начнем с того, что Ермака принимают в Америке. И то, что говорит швец, конечно, там может быть и агентура, и все остальное. Это я не исключаю ничего. Но то, что говорит швец, нужно делить на 10. Это КГБшник. Хотя он толково, четко умеет там внушить, умеет грамотно говорить, там хорошо преподносить факты. Ну, фактически он анализирует просто средства массовой информации. Как всегда КГБшники и делали, которые засылали на Запад. Они просто умели хорошо анализировать ситуацию. Читали новости и передавали вот такая-то вот ситуация и так далее на свою территорию. И вот все, чем занимается швец. Да, он говорит, что Ермак это агент, засланный агент. Вполне возможно и агент Ермак, я не знаю, потому что ну, странные вещи происходят в Украине уже на протяжении вот этого долгого времени. Поэтому, но это не исключает, почему назначенный на этот пост Зеленским и подчиняющий непосредственно Зеленскому Кирилл Буданов каким-то образом мешает Ермаку. Это все может быть вполне вброс. Генерала Залужного уволили. Его поддерживало большинство украинцев. Да, уволили. И я с большим уважением отношусь к Валерию Залужному. Ну, я также отношусь с большим уважением теперь уже и к пану Сырскому. А что, разве Сырский чем-то себя плохо проявил? Только потому, что там про него начала пропаганда говорить. Сырский Курскую область захватил часть. Сырский каждый день 1000 с чем-то русских оккупантов уничтожает, убивает и ранения им обеспечивает. И те же люди, которые были вокруг Залужного, они сейчас также служат верой и правдой своему новому своему главнокомандующему. Поэтому это многие вещи, это дезинформация. Если в Украине на самом верху, я военное руководство, военной власти Украины доверяю 100%. Вот. Да, там может быть агент какой-нибудь, 3-й, 10-й, что-нибудь. Но я знаю, что если они там его учуют просто, заподозрят, они его моментально выявят. Моментальнейшим образом выявят. Поэтому к военным у меня вообще честь и хвала. Честь и хвала. И к Сырскому, и к Залужному. Большим уважением отношусь к пану Залужному. И сейчас пан Залужный делает не меньшую работу, если не более важную работу, которую делает. И я абсолютно убежден, никуда он не делся от Сырского, от своей армии, от своих товарищей, своих побратимых. Там все нормально. Я политическому руководству очень слабо доверяю в Украине. И СБУ, ну, еще меньше доверяю. Но это, в принципе, одно и то же. Вот так вот, да. Чечен-демократ, а ты к чему этот вопрос задаешь про Аяда? Ты к ЧДП какое отношение имеешь, чечен-демократ? Скажи, пожалуйста. Можешь ответить на этот вопрос? Так что вот такие вот дела. Кирилл Буданов. Посмотрим. Посмотрим.
Если твои заместители воровали, Кирилл Буданов, то ты такой же вор, как они. Даже если не будет доказано, что ты крал вместе с ними, а они не крали, то ты такой же вор, а значит мерзавец. Если это произошло и было, в таком случае я только говорю. Удачи тебе, свободный человек. Спасибо, чудо света. Спасибо. Так. Это, наверное, мундштук. Да, да, Люля. Мундштук зашел. Кроме этого, еще некоторые товарищи. Это будет большой суд, большущий суд. Отвечая на мой вопрос, какое ты отношение имеешь к ЧДП, так называемому? Ну, кроме это все вранье, твои желания. Я шлеп меня, бойся. Но шлепнут меня или не шлепнут, все. А бояться это уже контролировать. Поэтому этого вы не дождетесь, Леон. Так что за русским кораблем. Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, не имперским славянам. Здравствуйте, агенты, полезные и агентные идиоты. Александр Шараня. Разложил Шараня по полочкам. Как сказали, все воруют, как будто станет. Да, да. Тебе много интересно то, с чего по-русски говоришь, переходи на свой или учишь мову. Ленин, ну почему ты фоб? За что ты не хочешь? Хотя бы от меня, хотя бы от меня узнал правду. Почему ты таких не любишь? Ты же задаешь мне один вопрос, другой, сейчас. Я тебе задал вопрос, тебе сложно ответить на вопрос, меня удаляют, то... Ну, странные вы какие-то, да? Ну ты мне на мой вопрос ответь, я тебя удаляю или нет, не знаю, или ТикТок тебя удаляет. Причем здесь ТикТок? Я тебе вопрос задал. Ну, да или нет, скажи. ЧД, ты уже третий комментарий пишешь. Да или нет? Да или нет? Можешь ответить? Не имеешь никакого отношения к этому ЧДП. Хорошо. Ладно, как твой вопрос звучал? Сам, почему аят симпатий на пропутинского Трампа? Ну, во-первых, аят, во-первых, у тебя нет ни одного доказательства, что Трамп пропутинский. Абсолютно у тебя нет доказательств. Это абсолютная стопроцентная пропаганда, что Трамп, он пропутинский. Я, например, никем не заподозрен в пропутинизме и прорусизме. Так вот, если бы я чуть-чуть заподозревал бы Трампа, что он пропутинский, я бы его оставил бы там, где он находится. Я поддерживаю Трампа. И у меня есть на это кое-какие основания. Хотя, конечно же, я за Соединенные Штаты Америки. Но я сейчас решил, что я буду поддерживать республиканцев и Трампа. Ну, в силу своих скромных возможностей я буду это делать. А я же хорошо относится и к Трампу, и к демократам, и к Соединенным Штатам Америки. Как мы знаем, он политик, в отличие от меня, который имеет право на большее, чем политик. Поэтому, ну, у тебя уже 500 комментариев прошло, я не знаю, что у тебя там не пропускает. Нет, это уже... Так что нет, а я не про Путина. Во-первых, не симпатии есть к Трампу, это правда, но Трамп не пропутинский. Если бы он был бы пропутинским, ни я, ни Аят бы этого не делали бы, поверь мне. Тебя много интересно только с чего это было.
Если кого-то меняют, значит, он свой куш уже снял. В порядке очереди следующий тоже должен взять куш. Ну, не знаю, Шаряне, это такой цинизм, такая подлость. Во время войны я вообще категорически против смертной казни, как вы уже знаете. Ну вот за педофилию и за коррупцию во время войны я б разрешил бы ставить к стенке, если честно. Вот эти две статьи, которые, ну, страшные просто. Слышала такое мнение, что Буданова увольняют, чтобы подвести его к выборам против Залужного, если он будет принимать участие в выборах. Типа Буданова уволили, типа как и Залужного. Ну, я тебе скажу, Залужного увольняли, снимали с своего поста, не подозревая его заместителей в коррупции, не снимая их сперва с должности. И такой тени, грязной тени на Залужного не бросали. А на Кирилла Буданова, ну, просто вылили, ну, с документально, я уверен, документально подтвержденный, с фактами, потому что не сняли бы двух заместителей, не спрашивая самого Буданова, его двух заместителей. Считаю, фактически, вот и та организация, которая управлялась вот этими двумя заместителями и ГУР, она переведена под Министерство обороны. Поэтому здесь немножко разные. Если сейчас Буданов будет снят, то конкурировать ему с Залужным, ну, у него нет, во-первых, никаких шансов, вот даже без этого, хотя накрутить они, конечно, могут, там, герой, все такое. И, во-вторых, а зачем? Идет война. Во время войны выборы в Украине проводиться не могут. Просто это невозможно это сделать, потому что часть оккупирована, идет война. Ну, это можно что-то такое сделать, но я не думаю, что есть смысл это делать. Поэтому нет, это сейчас, наверное, какие-нибудь вбросы идут. Какие-то вбросы идут. Так, так, что, микрофон, звук плохой, да? Как закончится война на Украине? Зод говорит. Зод, война в Украине закончится победой Украины. А война на России только начинается. Асан, ты как всегда прав, военные Украины отважно воюют, а вот в СМИ некоторые госслужбы Украины, у них много агентов РФ. Да, это совершенно верно, к большому сожалению. Надеюсь, звук отлично, отлично. Надеюсь, Буданова не поведут на выборы. Ну, посмотрим. Ну, сейчас выборы, куда проводить? Какие выборы? Идет война, какие выборы? Нет, я не думаю, что будут там какие-то выборы. Мне кажется, при всем том, что я Зеленского очень сильно критикую за его чеченскую позицию, но я хочу сказать, что сейчас коней, как говорится, на переправе не меняют. Будет коррупция, надо по одному там ввести временные там меры шариата и отрубать им по кисти рук, короче, вот так, вот до головы, чтобы за коррупцию во время войны, чтобы больше им неохота было. Я вообще не понимаю, как человек может защищать свою страну, как человек может отдавать приказы и людей посылать на смерть, фактически посылать на смерть, убивать людей, ну, делать, ну, такое, которое, ну, ты не можешь делать ради денег. И воровать деньги у своей страны во время войны. У меня это в голове не укладывается. Какая же свинья это должна быть. Конченая просто. Ужас, да. Мастер плюс. Ты настоящий заслуженный бан получаешь. Потому что достал ты меня уже. Аслан, ты читал статью, и пусть я буду вандалом, если цель достигается. Независимый газет Джахар Дудаев отвечает на вопрос. Нет, не читал. Салам из Польши. Вы правы на 100%. И успеха вам в вашем хорошем деле, что вы рассказываете всю правду. Красавчик, удачи тебе. Тарас, спасибо за поддержку. Спасибо.
ты начинаешь воевать, вот из-за таких людей, как ты, идет ложь везде. Я еще раз спрашиваю, почему ты ведешь эфир на русском? Женя Озеров, я же тебе объяснил, если я не буду говорить на русском, твои соплеменники не поймут, о чем, где им угроза, где у них проблемы, понимаешь? Нужно объяснять людям, нужно доносить до людей. Нужно, чтобы они понимали, что есть угроза, что им вот была мобилизация. Ты не представляешь, скольких я предупредил в России. Понимаешь? И до сих пор сижу, вот, вам много полезной работы делаю, но не ценят, не ценят. Там какие-то там экстремисты, там иноагенты, там третье, десятое, угрозы. Ну, вот ваша русская благодарность. Я тут тружусь, 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 тружусь. А вы мне такое говорите, nicht gut. Будет ли России вторая волна мобилизации? Конечно, будет. Вторая волна, не знаю я, что подразумеваешь под словом вторая, мобилизация не прекращаясь будет идти. Сейчас новые мяса постоянно не хватает, каждый день по 1000 с чем-то, 1100, 1200 убитыми, ранеными терять, это же колоссальные потери. И сейчас, раньше осужденных уже из зон там Пригожин собирал, а теперь они будут, если ты уже как бы попал под следствие, и еще суда не было, все, ты можешь подписать контракт и освобождаешься. Представьте? Конечно, много идиотов не наберется таких, наверное, но я так думаю. Вот поэтому я на русском, кстати, и говорю, чтобы эти идиоты не шли туда, их убьют там, они инвалидами станут. И вот кто из нас делает больше полезного, скажи мне. Ты, который Z-патриот и топишь, чтобы быстрее победить Украину, убить там больше украинцев, конечно же, и сами погибая. Или я, который знает, что вы не победите никогда Украину, и что вас там встречают стеной огня и свинца, что оттуда возвращаются инвалиды, если возвращаются, либо груз-200. Вот кто из нас делает полезное для русского народа, скажи мне, и для россиян в целом? Мне кажется, я делаю больше. Понимаешь? Вы мне еще больше зарплату должны поставить, да? За то, что я вас тут спасаю, да? Дурак ты. Слава Ичкерик. Героям слава, Лиля. Героям слава. Героям слава. Не знаю, Сан, но мне кажется, что Трамп увидел душу Путина, как и Буш. Но ты хочешь сказать, если Буш увидел душу Путина, он агент Путина был, Буш? Нет. Буш был над Путиным, а Путин был шнурок. Понимаешь? И эта роль всех устраивала, и они натовскую базу ставили у себя в Ульяновске, и пятки лизали американцам, и G20, G7. Это сейчас это все исчадие ада, это плохие американцы. А как он бегал за Обамой, у туалета его ловил, там, если поймаем, и у туалета руку пожмем Обаме. Помнишь, как он бегал? Обама тоже не был агентом Путина. И также и Трамп нет. Это уровни другие, понимаешь? Это вообще ничто, это мусор. Он, да, царек, конечно, нано-царек, микро-царек, но это на России он такой. А в Америке это глист, извиняюсь, конечно, за такое перед глистами, но вот такое вот сравнение мне тут в голову пришло, да. Поэтому нет, конечно. Сейчас, мне кажется, больше угрозы, большего страха, опасности для Путина, чем Трамп, не существует. Вот на мой взгляд, уже Путин прямым текстом говорит, я против Трампа. Надо Байдена поддержать, потому что Байдена можно договориться, Байдена можно понять, там, 3-10, а Трамп может рубануть. А Путину нужно выиграть время. Путин рассчитывает, что Украина выдохнется, украинский народ начнет там уставать, погибает много людей, с Украины тоже много людей гибнет. Но при всем при этом почему-то Путин хочет Байдена. Потому что это потихонечку растягивает. Я вывел формулу. Байден это ужас без конца, что выгодно Путину.
ужас для россиян, для тех, кто посылается на эту войну. А Путин, он привык на крови жить. Он на крови пришел. Он взрывы домов, там, убийство, геноцид чеченского народа. Это же вот так же Путин пришел к власти. Все мы это знаем. Одни русские этого не знают. Вы им не говорите. Они просто делают, а если они это узнают, что вот эти Z-патриоты, там, великие русские, там, которые там защищают там великую Россию с великим собирателем земель русских, если они узнают, что Путин взрывал дома в 99 году, метро, аэропорты и все остальное, они его снесут. Вы им не говорите. Понимаете? Это очень опасно им это узнать. Потому что русские, они же за своих русских порут любого. Понимаете? За женщин, детей вообще они рвут всех. Со своих взорванных, на куски разорванных. А это сделал Путин с Патрушевым. Вы им только не говорите. Понятно? Вот такая вот ситуация. Поэтому Трамп это ужасный конец. Байден это ужас без конца, а Трамп это ужасный конец. Вот что Путин этого боится, на мой взгляд. Мне кажется, он этого очень боится. Поэтому я решил, и еще сон приснился, и еще есть мои все друзья поддерживают Трампа. Короче говоря, сам Бог распорядился, чтобы я топил за Трампа. Да. Посмотрим. Это не значит, что он нас поддержит. Это не значит, что он признает. Я просто на это надеюсь, рассчитываю. Потому что демократы этого не делают. Демократы этого не делают. Ну, будем ждать, что делают, что скажут республиканцы. Будем ждать и смотреть. Трамп увидел Путина в душе, говорит Шамс. Да. Глистова скажет, да, Георгий, салам алейкум, витайте, Георгий. Виноват перед Глистами, виноват. Так. Я не говорю, что он агент, но уступки может делать. Не может он сделать чечен-демократ. Как он сделает? Ну как он сделает? За счет интересов Америки? Вопрос здесь стал либо Америка, либо вот эта загнивающая росня, да, русня. Понимаете? Здесь не будет, уступок быть не может. Россию поставят на колени. Вот нравится этому, кого не нравится, никогда не поставят, будут кричать. Поставят. Уже стоят на коленях. Понимаете? Уже. Путин уже стоит на коленях. Он умоляет просто. Вот поэтому ему и нужно время. Нужно, чтобы украинцы выдохлись. Где-то он там, где-то с кем-то договорится. Ну, что-то как-то. Вот его устраивает. 1100 человек, 1200 каждый день убитыми и ранеными в Украине. Своих вот этих орков. Его более чем устраивает. Он готов еще 30 лет так продолжать. Понимаете? Абсолютно плевал он на этот русский народ, на этих россиян. Плевал он. У этого человека вообще нет сердца. У него нет ничего. Ни у него, ни у ФСБ. И не было никогда. Это самая сатанистская, террористическая организация, которая только может быть. Была за всю историю человечества. Ёлки-палки. Поэтому... Не может Трамп при всем желании, даже если он был бы агент, он бы уже 526 лет получил бы срок и уже чалился где-нибудь на Аляске. 100%. Где-нибудь в самой такой закрытой тюрьме. Миллиардер он, не миллиардер, это вообще никого не касалось бы. Уже уехал бы там в Воркутю, тю-тю. Понимаете, это Америка. Там такие вещи не любят, короче. Очень, очень, кстати, не любят. Да? Это мы, чеченцы, можем позволять. Ну ладно там, пусть живет. А там не прощают. Да? И мы не будем прощать. Это были ошибки наши, которые мы тоже больше не будем совершать. Поэтому ничей он не агент, и уступки он сделать не может. И никогда не сделает он эти уступки. Потому что за счет Америки. А Америка на взлете, понимаете? Сейчас у нее звездный час наступает. Понимаете? Сейчас она помогает бороться против абсолютного беспримесного зла. Она вложила миллиарды туда. И в свою оборонку, и в Украину. И сейчас взять это все
Чтобы что? Чтобы Путину понравиться? Или что я агент Путина, и поэтому я вам отдаю Украину? Как это так? Это невозможно. Вы что? Нет. Это все пропаганда. То же самое демократическая пропаганда. Во-первых, а, у Трампа свой стиль, на мой взгляд. Как говорит Гарри Табах, свой стиль ведения, общения. Он бизнесмен. Он может вам, улыбаясь, обнять вас и сломать вам 3 ребра, которые войдут вам в сердце. Просто из-за большой любви к вам. Вот так жмет и все. Он так это будет делать. В принципе, так и Байден будет делать. Ну, более конкретный в этом смысле. Не такой может быть политически опытный, хотя уже, я думаю, там опыта уже достаточно, и советников достаточно, и 4 года президентства, я думаю, и человек, и миллиардер, и, ну, я не думаю, что глупый дурачок, короче. Да, может, какую-то ерунду говорил, ляпал что-нибудь, но при всем при этом нужно понимать, что сейчас вот то, что на него наговаривается, это делается демократами, у них конкуренция. А демократы, они в Америке очень хорошо себя чувствуют. Именно и в СМИ, и там везде демократы, а СМИ это самое главное. Демократы, в принципе, и владеют всеми, в основном всеми СМИ. И вот они, конечно, говорят на Трампа, вот он там пропутинский, он там это. А вот что Зеленский делает, например, опять же возьмем, сейчас приехал в Украину, он поддерживает. В Украине все топят за Байдена и против Трампа, вот эти русскоязычные СМИ и так далее. Поэтому идет внутриполитическая американская борьба, которая каждые 4 года происходит. Этим она и великая, это США. Что когда она чихает, весь мир трясти начинает. Если у нее чуть-чуть температура, все, проблемы начинаются. И она многообразна, разнообразна, интересна и велика во всех смыслах этого слова. Поэтому я так это вижу. И я не думаю, что... Я думаю, что... Я надеюсь, я очень на это надеюсь, что когда придет Трамп, он признает Чеченскую республику Ичкерия. И у нас в Чеченской республике Ичкерия будет близкий военный союз с Соединенными Штатами. Я на это очень рассчитываю. Очень. А не признает, ну и что? Нежели богато, не стоит и начинать, как говорится. Никто не помогал, дальше будет так продолжить. Ну что нам, чеченцы? Мы ж свободные и независимые. Все, признала нас Америка. Ну, пусть ходят тогда, не признав нас там. Сами пусть. Это какая крутость будет нас признать. Это еще надо заслужить нас признать. Вот так мы уйдем, да, с высоко поднятой головой. Ничего, вай арцадалар дук, вай карах, умадец. Вай каралурда. Ардуни люлянкаца, инкарвата, вай каралурдац. Вай годю вай арткалит, вай арч дерзитар, да дерзитар, да, цар, команд и аляч был, ниц набали. Ну, не признают, не признают. Нам ничего делать, справимся. Так, находимся в спальнику. Почему русские на таком плохом русском, Женя? Да, знаете, они очень неграмотные. Вот некоторые россияне, русские россияне, они очень неграмотные. Мне просто иногда самому бывает неудобно. Аслан, Баркал за правду. Хочу добавить, Мелани ненавидит русский мир. Ну, она же из стран Варшавского договора, да, Словении, по-моему. Знает просто, о чем речь. Да. Вы можете только друг другу... Так, так, это все. Так, давайте дальше. Единственная угроза это такие, как ты. Да, Альфред, я знаю, что я большущая угроза для вас.
И в советское время КГБшники боялись не пуль военных, там, треть, десятый, у них много было армий, там, других, третьих, чтобы могли защитить. Они боялись слов правды. А на этом канале я говорю только правду. Только правду. И вы просто сходите с ума из-за того, что не можете найти на меня управу. Не можете. Ничего вы не можете сделать с правдой, которую я доношу. И канал запрещаете, и меня тут объявляете, и родственников пытаете, уголовное дело бывших моих родственников. У меня нет родственников, друзей, у меня никого нет. Понимаете? Не можете вы на меня повлиять. Я понимаю, что да, я единственная угроза. Такие, как я, это единственная угроза. Я понимаю. И я горд, что я заслужил такое высокое звание, да. Единственной угрозой, да, для фашнявой русни. Аслан и Мандер Войзион и Моту Убог Бодуй Минданир. Аслан Минданир. И минутиш Миндарин. Миндан. Минданир. Мину Анасию. Что разговаривать? Я не говорю, что он агент, но уступки может делать так. Считаете ли Хизбаллу террористической организацией? Конечно, считаю. А ты так не считаешь? Они все знают, боятся открыть рот. Да, божественное, совершенно верно. Минданир. И Бог дуа. Минданир Бог. Дуа сокич мават. Трамп для Израиля хорош, для Украины плохо, палка двух концов. Ну, не знаю я, для Украины плохо он или нет. Для Израиля хорош, для всего мира, ну, для всех хорошим не будешь, но для Украины, что он сделал Украине плохого, я не могу понять. Нет, нет. Ассаламу алейкум, ва алейкум, дронга, лучше не говорить откуда. Ваша безопасность в ваших руках. А как он собирается закончить войну? Чечен-демократ. Этот вопрос на $1 миллион. Все его спрашивают, как он хочет закончить. Не знаю, как он хочет закончить. Не знаю. С вашей помощью посмотрим. А кем вы являетесь? Я король России. Обычный король. Обычной России. Ну, Ольга, что вы имеете в виду, если серьезно? Что, кем вы являетесь? Я председатель правозащитной ассоциации, немецкой чеченской ассоциации Human Rights Center Ичкерия. Сейчас вся моя ассоциация распущена, она объявлена фашистами из Русни, экстремистской, и все, ну, были все уволены мной, ну, сняты со своих должностей. И я и пока единственный являюсь нашей организации, и по совместительству, и председатель. Да. Салам с Тель-Авива. Салам, Альберт. Шалом. Израиль, вероятно, нанес удар по российской авиабазе Хмеймим. Супер, супер. Израиль хай. В Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для Хизбаллы оружие, сообщает Бильд. Отлично, Мустак, отлично. Отлично. Америка не прощает, поэтому сейчас у них... Так, пропускаем. Мы не оставим Бог, шмаву гарам. Гудариза не оставит. Тогда это ласон. Чех. Мегадуй. Алал гударасти, галлай. Израиль признает Ичкерию. Альберт, вот если ты в лице Израиля признаешь, отлично. А почему-то ваше правительство израильское пока не признало. А вот я с Аядом вел тогда диалог, и я его там запытал просто разными вопросами, и проводя аналогию, что Израиль и Ичкерия очень похожи, что вот арабский империализм, русский империализм, ну все вот это, что отказывают праве государству Израиль на существование, арабский империализм, русский империализм, чеченскому государству. И мне тут евреи пишут, Аяд пытается как политик аккуратненько там сказать, там, не занимая
конкретно какие-то стороны, там, пытается там и так, и сяк сказать, там, и говорит, нужно договариваться, нужно там, ну, что говорит ООН, что говорят другие политики. Ну, в принципе, Аят, хотя он очень хорошо относится к Израилю, у него много друзей евреев, а, уже много-много лет, с которыми он дружит. И мне тут пишут, вот, с кем договариваться, а кто, что он тут несет, там, что он сказал. Но они его не видят, и в Ютубе мы с ним, прямой эфир у нас, а в ТикТоке слышно, ну, некоторые присутствовали при этом. А мне хочется тогда было сказать, но я как бы выступал на стороне адвоката Израиля, и поэтому не стал вдаваться. А мне хочется сказать, а вы, евреи, признали наше правительство? Еще когда Дудаев был. Да, было голосование 51 против 49. 51 против, 49 за были. И тогда Кнессет не вынес решение в пользу Чеченской республики Ичкерия. Не признали. Не признали. А кто построил мечеть? Абу-Гош. А, друзья? Кто построил? Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Нам очень нужно, чтобы вы нас признали. Наш президиум правительства Чеченской республики Ичкерия. Очень-очень нам нужно. Вот как никогда сейчас нам это нужно. Как это сделала Украина. И если вы это сделали, вы просто позвоночник сломали всем этим антисемитам и всем вот этим разным недругам нашим. Просто если это сделал бы Израиль, пока весь так называемый мусульманский, арабский мир молчит, если бы это сделал бы Израиль, это было бы колоссальным прорывом просто. Между прочим, Украина в прошлом году признала и направила ООН. А у вас, как мы знаем, в ООН есть свой представитель, и вы тоже получили этот документ. Вы могли повлиять на это. Нам это вы даже не представляете, как это нужно, как это важно. И как важно сломать хребет вот этой всей антисемитчины, которая здесь воняет. Извиняюсь, конечно, за мои резкие оценки. Очень важно, друзья. Я писал, ну, мне обещали, что передадут Натаньяху. Я писал письмо своему другу Диму Бимбанту, который должен был Натаньяху передать. С подписью, как положено, письмо с поддержкой Израиля и так далее. Не знаю, дошло оно, передал ли он, надо будет спросить, кстати говоря. Поэтому и если нужно с нашей стороны какой-то, от президиума я имею в виду, за этим вообще не заржавеет. Я думаю, уже и раньше были письма. Очень нужна ваша поддержка, признание. Сейчас самое время сломать им всем хребет. Сомневаюсь, что Трамп захочет испортить отношения с Россией. Но я думаю, Ларри, вы очень сильно ошибаетесь, потому что с Россией, России не существует. Российской Федерации, как она указана в нынешних документах, ее уже не существует. Как не существовало в 89-м, в 90-м году Советского Союза, хоть он и указан был на бумагах. Точно так же Российская Федерация уже не существует. С кем он может испортить отношения, если уже и не существует этого образования? А в Украине войну закончить тогда, ну, не все зависит от Америки и не все зависит от Трампа или Байдена. Это тоже нужно понимать. А то, что война зависит это от русских империалистов, от террористической банды КГБ СССР, ныне именуемая ФСБ, Федеральная служба безопасности. Это большая проблема. Я не думаю, что в этом году война закончится, даже если избран будет Трамп. Потому что, ну, закончить войну, это значит Путину сказать, пусти себе пулю в лоб. Он не может этого себе позволить. Он будет держаться зубами до последнего, за свое кресло, до последнего, на мой взгляд. Кто не признает Ичкерию, признает имперскую Россию. Да. Кто не признает Ичкерию, тот пособник русских террористов. Вот так я скажу. Кент, спроси свою подружку Цунгауне, диктат.
Хейма Бартин просто зуддук, а да это нхуз. Мюжги зуддук, киума яцх, зудда цари, камель шириятер чуян. Газ. Если бы все народы разбунтовались и отделились, тогда бы что-то получилось. Если бы, когда был геноцид чеченского народа, все республики вокруг, которых это завтра коснется, мы говорили об этом, помогли бы сделать, то 30% чеченцев не погибло бы. У нас проблемы и с Арменией, мы не все можем. Вы про Израиль, Раткинг? Мы маленькие, нам нужно быть осторожно. Мы знаем, что мечеть была почти разрушена хамасовской ракетой. Раткинг, если честно, вы меня, конечно, извините, на этом канале говорят только правду. Я не верю, что это была хамасовская ракета. Я как только Кадыров поддержал атаку вот этих террористов из Хамас, сразу же произошла атака на эту мечеть. Я думаю, это ответка от вас была, прилетела туда, от евреев, от израильтян она туда прилетела. Тоже не очень, я вам скажу, правильно и благородно воевать за зданием, которое вы сами разрешили там построить. Несмотря на то, что они над нами совершали геноцид, вы дружили с Дудаевым, и Дудаева, и всех его соратников, вот эта русская, кадыровская, вот эта марионеточная власть убивала. Поэтому я знаю, что туда попала ракета, но она полностью не разрушена. Но я не верю, что это была хамасовская ракета. Я думаю, это была еврейская ракета. Но ее нужно сносить. Это отдел пропаганды ФСБ. Она вам там не нужна. Нам нужна наша чеченская мечеть в Иерусалиме. А в Грозном, в городе Джохари, ныне будет самая красивая синагога. Я вам это гарантирую. Если я доживу до этого, я буду лоббировать ваш вопрос. Это 100%. Свой участок земли есть, больше я не смогу на это, я его отдам, подарю лично Израилю и евреям. А я найдем, да, там есть место и синагоги построить. Самая красивая, крутая будет. Вот как это должно быть. С настоящими чеченцами, а не с предателями чеченского народа нужно иметь дело. Потому что с предателями недолгосрочно все это дело. Иран как в первый раз просто сделал вид, что атакуют. Они просто слили Хизбаллу, как и Хамас. Не думаю я, что вот такая ситуация. На самом деле, после того, как Россия увязла в войне против Украины, у России катастрофическая ситуация. И именно поэтому русские вложили огромные деньги, я полагаю, огромные деньги, и оружие было вложено. Для этого была информация, что применялось оружие, которое в Украине использовалось, которое было когда-то захвачено русскими, оказалось украинское оружие, которое западное, которое оказалось у русских. Они, видимо, и оружием, и деньгами профинансировали и Хамас на день рождения Путина 7 октября для отвлечения внимания от поражения в Украине, от вообще ситуации в Украине. Была развязана, этот акт геноцида был совершен путинскими русскими дружками из террористической банды Хамас. И сейчас, когда Россия отвлечена, и евреи, Израиль понял, что русские совершили убийство более 1200 человек, и более 200 взяли в заложники, увели с собой туда, все уже черту перешли и начали давить. И сейчас у Израиля уникальная возможность обезопасить себя. Но, как говорил Аят, это нужно делать так, чтобы следующим поколениям не пришлось расплачиваться. То есть нужно это делать так, чтобы соблюдать международное право, соблюдать, я понимаю, конечно, и обида, и злость, что вот такой акт, ужаснейший просто акт совершен в отношении
евреев, но нужно думать о том, что зло или агрессия, она еще больше эскалирует эту ситуацию. Посмотрим, я не думаю, что Ирану выгодно сейчас уничтоженный почти весь Хамас разбит уже. Теперь Хизбалла сейчас уже на очереди. И я желаю удачи Израилю. Целиком и полностью поддерживаю его в этом. Полностью, полный вперед. Ам Израиль хай. Но при этом я настаиваю и украинцам, и евреям, чтобы соблюдали международное гуманитарное право. Строго-настрого. Это обязательно условие. И как юрист, и как человек, это я понимаю. А сам у тебя есть злость и ненависть к России? Серый, честное слово нет. Честное слово. Вот как говорил Джахар, вот вам честное слово, клянусь, нет у меня ни ненависти к России, ни злости. У меня есть презрение, как дохлой скотине просто, вот этой империи. Как дохлой скотине, которая подыхает, воняющая вот этой скотине. Вот у меня есть это. К русским, не имперцам. У меня абсолютно нормальные отношения. Я жил, работал, у меня была куча друзей, знакомых. Я очень коммуникабельный, очень договороспособный человек. Я могу находить язык со всеми. Находил язык. Не было проблем. Но если я узнавал, что человек имперец, то я его оставлял или же мог нагрубить, нахамить или пинка отвесить. Ну вот так было. А так оставлял как есть. А у меня есть к палестинцам, говорит. Серый, твое право. Я понимаю, что они сделали. У вас есть все основания быть, но не знаю. Нету у меня. У меня есть как дохлой скотине прям. Империя. Иран как первый раз просто сделал вид, что вопрос слили вот так. Аса, я попробую ответить на вопрос. Как Трамп остановит войну? Заставит ФРФ капитулировать? Как отправить фото всех бункеров ВВХ в его руководство? Также адрес детей, живущих в Европе, их детей и счета. А у него дети здесь в Европе живут, получается, да? А что они в Европе делают? Плюс еще, ты говорил, что нефть в цене упадет. А, кстати говоря, Саудовская Аравия уже начала говорить. А Саудовская Аравия, как мы знаем, может уронить нефть. И если уважаемый Дональд Трамп попросит их настоятельно, они это обязательно сделают. Если не будет денег, то будет еще тяжелее. Ну, короче, Господи, благослови Америку. Вот что мы можем сказать. Россия убивает пожилых и детей в Украине. Это и читайте геноцид. А Израиль убивает пластину. Не понял. Россия убивает всех. И 1200 убитых евреев, это тоже на совести России. Понимаете? Не только на совести вот убийц непосредственно, а тех, кто заказал на день рождения Путина этот праздник кровавый, как они любят всех убить, ограбить и так далее. Поэтому, вот так как-то. Давайте пойдем дальше. Батона Аслан, Гамарджо, Агимарджос, Тамас, Вилядзе, Агимарджос, брат. Это у всех чеченцев, еще с тех времен. Пусть читают Толстого, Хаджи Мурат, если хотят знать, какое отношение у чеченцев к русским. Да, хотим просто выжить, ничего больше. Трамп в 17 лет уехал из Германии в США. Если бы он не родился в Соединенных Штатах Америки, чечен-демократ, он бы не мог бы стать президентом. В Америке президенты может баллотироваться только человек, рожденный в США. Израиль соблюдает международное право точно намного больше, чем все другие страны. Ларри, я с этим не спорю. Это правда.
На самом деле, сколько бы сейчас российская пропаганда, арабская пропаганда не вещала о том, что, не верещала о том, что там нарушают, там третье, десятое, на самом деле, я с вами полностью согласен, Израиль больше всех соблюдает международное право. И я, конечно же, ну, это не значит, что еще мы не должны требовать от Израиля соблюдать. Хотя, конечно же, война есть война, и эксцессы бывают, эксцесс исполнителя бывает, и на местах, и человек, потерявший друга, на все, что угодно способен. Ну, всякое бывает. Поэтому, да, я полностью согласен, соблюдаю, но это не значит, что мы не должны дальше продолжать Израиль призывать, потому что это война. А война, это любая война, это преступление. И мы должны, как люди, которые не находятся в войне и не пребывают в этом угаре войны, мы должны понимать и постоянно обращать на это внимание. Конечно же, Израиль, как никто, на мой взгляд, соблюдает международное право. Все идеальные, кроме евреев, не понял. Идеальных нет вообще, Сергей. Так, Аптелаудина стал клоун. Неужели русские верят в него сейчас? Ну, я вам скажу, за все это время это лучший представитель русских, он русский офицер, он сам говорит об этом. А кто есть другой у них? Покажите, Коношенков или кто у них там был? Соловьев уже полностью уже исчерпал себя. Алаудинов нормально, с таким чеченским пафосом, нормально так он, нормально все. Ну, я ему не завидую, конечно. Судьба у него и в истории чеченского народа остаться, и вообще не самая лучшая. Не самая лучшая. Так, друзья мои сердечные. Так, друзья, я думаю, мы уже более 1,5 часа в эфире. Я думаю, сегодняшний стрим я на этом закончу. Спасибо, что смотрели, поддерживали. И я думаю, завтра я не буду проводить стрим. В субботу мы увидимся на стриме на русском языке с Агьядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Приглашаю вас всех, пожалуйста, задавайте вопросы, заходите. Это единственная власть, чеченская власть, президиум. Все остальные это симулякры, имитаторы и все остальное это проделки Кремля. И вот президиум правительства, единственная легитимная власть, люди, соратник, это вообще человек-легенда, как правильно мне тут писали, Агьяд Идигов, это человек-легенда, человек, который стоял у истоков нашего государства, соратник, близкий, самый близкий, один из самых близких, надежных соратников Джохара Дудаева. И вы сможете, у вас есть уникальная возможность задать ему вопросы. Завтра жду вас в 19 часов по центральноевропейскому времени. Всего самого хорошего. Все будет Украина. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль. Хай, Господи, благослови Америку. Почему нельзя писать? Я про нефть хотел добавить, но ограничен. Нет возможности больше писать тебе вопрос. Подожди-ка, я что-то тут, наверное, в настройках сделал, да? Реакция. Нет, ничего не было. Все, ну про нефть мы говорим, я тоже уже сказал. Всего хорошего, до свидания, друзья. Адикюэль Маш Оль.